Дадик Халши, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, вчерашняя съемка сегодня, я надеюсь, YouTube зайдет, но просто иногда он заходит у меня через какое-то время, только на второй, на третий день иногда. Короче, я его уже смонтировала вчера, когда я последнее говорила, что сейчас еще нарежу мясо, я не нарезала мясо, просто приготовила этих кур и легла спать, потому что уже было время позднее, было около 2 часов ночи. Но сразу скажу, что я после утреннего намаза легла, не встала где-то только в 9 часу. Но сейчас все, это не суть. Дальше. Вчера я говорила, кто меня посмотрит этот ролик вчерашний, что у меня заказ, небольшой заказ, пельмени, вареники, голубцы и тефтели. И поэтому вот сегодня хотела вчера еще сделать, чтобы у меня не было сегодня такой большой нагрузки, но, как вы знаете, я сказала, что у меня вчера было со здоровьем не очень-то важно. Вчера не получилось. И будем сегодня. Будем сегодня с вами лепить пельмени, вареники и немножечко пообщаемся. У меня там накопилось некоторые вопросы, которые все-таки писать, отвечать, это бывает очень долго, и я отвечу на вопросы. Ну, на эти вопросы я отвечала много раз. Но вы знаете, что постоянно увеличиваются подписчики на канале, мои друзья, вернее, даже не подписчики, вы у меня друзья, вы у меня уже близкие и родные, поэтому я даже, кто приходит, сейчас говорю, добро пожаловать в нашу семью, потому что у меня уже огромная семья из вас, огромная семья из вас, моих подписчиков, моих дорогих и хороших. Так, и это не лезть, я действительно очень вас всех люблю и уважаю. И насчет здоровья, да, сегодня мне намного лучше, чуть-чуть, конечно, боль еще осталась и какое-то непонятное состояние, но снова намазала той же мазью Долгит, выпила также таблетку спазмолгона, ну и остальные все таблетки, которые пьются, ну, а что поделать? Алхамдулилlah, хоть мы так живем. Так, сейчас я быстренько замешу тесто на пельмени и вареники. А потом мы с вами будем разделывать мясо и тоже, наверное, немножко пообщаемся. Так, друзья, и хотя многие уже пользуются этим тестом и благодарят меня, что такое тесто им понравилось, пельменного теста для вареников, для всего очень много. Кто-то кипятком, кто-то так. Я сама делала, кто-то с яйцом. В моем тесте нет яйца, оно удобно именно тем, кто делает много. Но хотя Татьяне тоже, блогеру одному, она сказала, что это тесто очень трудное, и ей раскатывать его трудно. Ей легче работать с тестом из кипятка. Тесто из кипятка все-таки раскатывается легче, по-моему. Но я полюбила это тесто, мне нравится и вкус, и как что потом происходит с ним. Поэтому мое тесто такое. Значит, 2 килограмма муки. Ну, для вас это может быть много. Делайте пополам. И еще одно. Я проверила это тесто, друзья. После заморозки оно прекрасно, такое же, как оно и было. Я никогда не замораживала именно это тесто. Но были некоторые вопросы, и поэтому я решила все-таки, давай-ка я его заморожу и посмотрю. Заморозила, и оно превосходно лежит в морозилке, размораживается оно точно такое же. Поэтому даже если получится много, ничего страшного. Значит, обычная холодная вода из-под крана. Литр на 2 килограмма муки. Ну, в описании напишу. 5, может быть, даже 6 столовых ложек растительного масла. И 1 столовая ложка соли. И все. И это все вымешивается вместе. Я так поставила камеру, чтобы и меня было видно, как бы, вернее, не я, а Ибрагим сегодня суббота, он дома. Но установил камеру и убежал. Он у нас непоседа. Так. А вопросы у меня возникли как раз после того, как вышел ролик у меня насчет проводов невесты, ну, насчет свадеб, как всегда. То свадьбы, то зять с тещей возникают вопросы, потому что, ну, просто из-за того, что, конечно, люди не знают обычаев других народов, и им все-таки интересно, почему так, почему не по-другому. Комментарии были неплохие, просто спрашивались, просто было интересно, поэтому я
как бы начну понемножечку об этом говорить. Так. Дело в том, что последняя, как я сказала, выходила замуж. Сейчас надо под тазик положить тряпочку. Кто-то снимет для вас нашу свадьбу. Я надеюсь, когда-нибудь. Ну и первый вопрос начну. Я вообще-то сделала скрины, чтобы не пропустить. Ну ладно, начну просто с первого вопроса, что я помню. Значит, был вопрос, я там написала... еще говорят, что лучше бы можно было озвучить. Да, я хотела как-то уже последний свой ролик сделать озвучку, наложить звук, чтобы я, чтобы я рассказывала. Но у меня не получилось по техническим причинам каким-то. Даже не по техническим причинам, просто бы эта свадьба у меня уже вышла там через 2-3 дня только получалось. Потому что озвучивать нужно каждый момент, это очень долго. И у меня не получается, не умею я озвучивать как бы. И я там написала никях, где вот к девушке заходит 2-3 мужчин. Это уже родственники, во-первых, среди них родственники и мулла. Никях – это как бы регистрация брака, как вам сказать, со стороны Всевышнего как бы. Потому что у нас не обязательно регистрация в ЗАГСе. Это не главное, если даже вот регистрация в ЗАГСе есть, если не сделан никях, как полагается, муллой, у нас не считается это браком. Понимаете, вообще даже у нас нельзя жить вместе, если не сделан этот никях. Поэтому вот так вот объяснила вам про это. Это делается. И еще был вопрос, что у вас делается отдельно, без жениха? Да, у нас никях делается отдельно с невестой и отдельно с женихом. Вместе этого не делается. Как бы. Вот невесты в день, когда она выходит замуж, еще у ее родителей это делается, а у жениха уже на второй день или в тот же вечер, после, скорее всего, даже в тот же вечер, как он женился, в этот день делается у них. Уже в доме жениха отдельно тоже заводят отдельно жениха и делается никях. Считайте, что это то же самое, что регистрация брака, но регистрируется перед Всевышним. Вот, ответила на этот вопрос. Видите, тесто, конечно, получается первое время туговатое. Его даже сейчас я дальше буду вымешивать на доске. Готово, просто немножечко еще соединим все это. Оно просто полежит и не будет таким тугим. Вот. Для пельменей и вареников оно идеальное тесто получается. Для мант, чуть-чуть можно больше воды, чтобы не было прям таким страшно тугим. Но я, в принципе, пользуюсь одним и тем же. Что манты, что пельмени, что вареники, что чебуреки. Я делаю вот на этом тесте. Как-то я научилась его делать в кафе у нас, когда я работала. Научила меня двоюродная сестра моего мужа. Первое время я пользовалась тестом на кипятке. Вот теперь уже сколько? 3 года только этим тестом. И моя дочка тоже. Нам оно понравилось. Как я повторюсь, Татьяне и Гере оно не понравилось. У каждой хозяйки свои секреты. Каждой нравится само по себе, как она готовит сама. Так что просто посмотрите. Если понравится, пользуйтесь. А многие, как я сказала, девочки, довольны этим тестом и пользуются. Особенно Галя с Владивостока постоянно мне пишет, что благодарит меня и за это тесто, и за тесто на кефире, что она теперь постоянно пользуется этим тестом. Так, что теперь? Сейчас сначала я справлюсь с этим тестом, потом поговорим дальше, потому что мне еще надо
лепить пельмени и вареники, а ответы на вопросы у меня закончатся. Так, ну я покажу, ладно уж. Вот все, практически все, оно теперь полежит. У меня оно полежит, пока я разделаю с мясом, пропущу фарш, и все, оно будет готово, минут 15-20. А так, если часа 2 лежит, ничего страшного, не то что часа 2, и как я вам сказала, оно превосходно лежит день-два в холодильнике, ничего, не в морозильнике, а в холодильнике. Но уже, конечно, на третий день лучше так долго его не хранить в холодильнике, положить в морозилку. Потому что тесто и темнеет, и, ну, и такое уж бывает, когда слишком много лежит. Вот, все, видите, все это забралось, все нормально, конечно, оно крутое, но этого мы и добивались. Теперь, вот, пусть оно лежит. Это все соединится, когда мы его будем перемешивать. Все, и теперь мы займемся мясом. Ну вот, друзья, теперь справимся с мясом. Ну, вчера я говорила, что я покупала шейную вырезку, но не сказать, чтобы вырезку. Ну, мясо с шеи, оно обычно бывает мягче, вы сами знаете, и не такое жирное. Но тут оказалось и жира, но все равно мне нормально. Дело в том, что эти мои заказчики не хотят, чтобы пельмени были жирными. Вот. Тут была и косточка, поэтому я когда вчера сказала, что вырезка 400 рублей. Нет, это мясо 400 рублей, я там ошиблась. Вырезка, конечно, у нас стоит и 500, и 520. Ну, как вырезка, филе как бы. Я, может быть, неправильно иногда называю эти куски мяса, потому что не знаю как. Вчера только он поточил мне ножи. Все-таки этот удобный нож, но он у меня не такой острый сейчас. Вот. Сейчас мне какая-то доставка, только что позвонил таксист, ну Танзила тоже мне сказала, оказывается, друзья, у нас в Картышеве разводят страусов. Одна семья из страусов и перепелок. Я не знала, что у нее есть перепелки, я знала много, но что страусов не знала. Что надо будет посмотреть, может быть, она разрешит поснимать. Вот. И мне сейчас везут мясо страуса и жир страуса. Она хорошая подруга моей дочки Танзилы. Так, друзья, я мясо вымыла, подсушила бумажными салфетками. Поэтому как-то так вот. Посмотрим, что за мясо. Что за мясо страуса. Просто дело в том, что у нас в селе почему-то, не знаю, я, конечно, как только переименовали нашу эту улицу, у нас большая проблема. Не знаю, можно было бы даже пожаловаться в администрацию села. 2 улицы с одним названием. Улица Кадзоева. И у нас, и в том старом селе тоже улица Кадзоева. Когда я сюда переехала жить, наша улица была Садовая. И вот мы ее переименовали, и теперь таксисты всегда путают улицы, едут обязательно на ту улицу, звонят и возмущаются потом, и приходится даже переплачивать, потому что они не туда поехали. Хотя, в принципе, это не наша вина, они должны это знать. И все время я ругаюсь с этими операторами, которые неправильно говорят, им не предупреждают, что у нас улица там Багаудина Кадзоева, там улица Тимура Кадзоева. Не знаю, почему нельзя было оставить нашу улицу такой, какая она и была, Садовая. Зачем в одном селе 2 улицы с одним названием? Ну, конечно, это просто люди, которые жили в этом селе, поэтому в честь них назвали, конечно, но немножечко нам неудобно, некомфортно так. Именно из-за вызовов такси. Так, ну ладненько, друзья, не буду вам показывать, конечно, весь процесс нарезания мяса, этому
Это не всем будет интересно. Просто мне хочется с вами сегодня общаться. Начала немножко подтачивать ножи. Вспомнила один комментарий, что вам нужно купить хорошие ножи. Я, конечно, знаю, что нужно купить хорошие ножи. Да. Думаю, позвонил таксист-то нет. Я бы с удовольствием, конечно, бы купила и ножи, и много бы чего. Но я пока не могу себе позволить покупать дорогие ножи, дорогую посуду или еще что-то. Хоть я и делаю заказы, но у меня не такие прям огромные заказы, огромные доходы, чтобы себе позволить. Да и доходы, вы знаете прекрасно, многие знают, что в принципе все наши доходы мы пока отдаем. Мне хочется поднимать эту тему. Я просто про ножи сейчас немножко подточила. Вчера он так хорошо мне его поточил. Но, видимо, когда я разделывала кур, все-таки он у меня немножко отупился. Конечно, хотелось бы купить хорошие ножи, но вы сами знаете, что хорошие ножи, они очень дорогие. Куплю когда-нибудь и хорошие ножи. А пока ничего, будем подтачивать и пользоваться этими ножами. Ничего страшного. Так, ну тут не очень много жира, как раз будут пельмени. В меру жирные. Тут клиенты немножко своеобразные, но они, признаюсь вам честно, платят дороже, чем обычные там пельмени, обычные вареники. Так, ну вот звонит уже таксист. Да. Так, друзья. Ну, теперь прямо при вас посмотрим, что же это за мясо страуса. Так, жир вот в таких вот коробочках. Не знаю, говорят, он очень полезный. И посмотрим мясо страуса. Ой, она на говядину похожа, друзья. Смотрите. Ничего себе. Я надеюсь, видно? Это мясо страуса. Смотрите, я первый раз вижу. И посмотрите, как похоже на говядину. Ничего себе. Говорили, стоит 1200 за килограмм. Деликатес такой. Интересно, что из него готовить? Ну, тут, конечно, много кости. Огромная кость. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Все, посмотрим и про жир прочитаем. Я вчера в Инстаграме, правда, читала их рекламу, что этот жир чуть ли не панацея от всего. Ну, посмотрим. Так, все, пока отключимся. Ну вот, друзья, мясо я пропустила через мясорубку. У меня, как знаете, вместе с косточкой было 6 килограмм мяса. Значит, вчера я косточку от этой шеи отделила, но я не взвесила, сколько она весит. Положила в морозилку. И смотрите, просто я даже специально купила это мясо с косточкой, потому что мясники всегда говорят, это вам выгодно. По идее нет. Когда я работала в кафе, заведующая наше кафе говорила, что я перепробовала массу всего, лучше покупать как бы мякоть без косточки. И, по-моему, она была права. Так, вообще-то не надо взвешивать. Значит, смотрите, 6 килограмм мяса получается было. Что у меня получилось? 3, тут 1,5 килограмма. 4,5 килограмма фарша получилось у меня из этих 6. Ну и косточки. В принципе, я без этих костей бы обошлась. Там практически я оставила, конечно, мясо, но если до конца вычищать, ну сколько там вычистишь? Ну, грамм, может быть, 200 бы. Я прямо хорошенечко могла бы снять с этой косточки. Поэтому никакой выгоды нет. Вот сами посчитайте. 2,400 я заплатила за мясо. И разделите на 4,5 килограмма. По-моему, где-то 520 рублей, что ли, обходится, что я купила. Если не дороже, сейчас посчитаю, сама еще не считала. Вот, смотрите так. И еще, вот все-таки мясо было немножко с жиром. Я стараюсь, если я делаю... Я сейчас говорю, друзья, тем, кто
Мне многие писали, кто хочет этим заниматься или кто занимается уже, как и что, чтобы как бы знали и делали калькуляцию. Я стараюсь покупать мясо именно с шеи, мякоть, чтобы она была, ну, на шее обычно не бывает жира, чтобы она не была жирная, вообще, чтобы там жира не было. Пускай оно будет такое постное мясо, вообще без жира. А жир или покупаю отдельно. Ну, у нас в основном наши мясники отдают его бесплатно. За жир мне платить практически не приходится. Но иногда оно то кто по 50 рублей, кто по 70 рублей продает, кто за 100 рублей килограмм жира продают. И поэтому я обычно покупаю, как я сказала, постное мясо с шеи и отдельно жир. И на килограмм мяса добавляю для пельменей, ну, 150, потолок 200 грамм жира. Для мант, конечно, больше. И теперь сюда, здесь у меня 1,5 килограмма, на килограмм фарша я добавляю полкилограмма лука для пельменей. На манты по-другому. Сегодня не буду вам говорить на манты, не буду как бы забивать это. Вот, сейчас это я положу в холодильник, вернее в морозилку. И покручу мясо, путаюсь, перекручу лук для пельменей. И посмотрим, сколько получится у меня пельменей с 1,5 килограмма фарша. Ну, в принципе, мне нужно чуть больше. С килограмма у меня получается где-то 4 килограмма, чуть-чуть больше пельменей. Поэтому, а мне нужно 5 килограмм пельменей. Ну, вот я налеплю, сколько получится. И остальное и нам. Мы тоже поедим пельмешки. Так, ну все, друзья, все в процессе. И да, друзья, кто готовил страусиное мясо? Ну, я в YouTube, конечно, залезу, посмотрю, что из него готовить. Может, кто-нибудь какой-нибудь рецепт напишет. Вдруг кто готовил страусиное мясо? Или у кого больше времени? Посмотрите, пожалуйста, в YouTube, полазьте, как готовить страусиное мясо. И мне ссылочку или название канала, где его готовят. А то, честно признаться, у меня очень мало времени бывает что-то искать, смотреть, сами понимаете, тем более сейчас заказ. Завтра нам надо ехать, если будем живы, доживем до утра, тоже на свадьбу. Но свадьбу снимать не буду, выходит дочка замуж. Опять выходит племянница моего мужа замуж, но уже двоюродной сестры дочка. Там снимать я не буду. Так что вот так вот, друзья. Как знаете, мы все время то на свадьбы, то на похороны, жизнь такая. Так, сейчас переключу быстренько лучок. Так, ну вот, друзья, фарш я приготовила, но, к сожалению, я забыла, что 1,5 килограмма, как бы, так, на килограмм бы надо было бы рассчитывать, да? Но скажу просто, лук такой ядреный, расплакалась. Значит, у меня тут 1,5 килограмма фарша, 750 грамм лука, чайная ложка черного перца, на кончике ложки красный перец. Много боюсь добавлять красный перец, потому что все-таки не знаю, любит ли он острое или нет. И теперь оно у меня, правда, мясо хорошее получилось, не такое, ну, не жидкое, как бы. Иногда бывает, что мясо бывает жидковатое. Просто у меня же оно лежало в холодильнике, если бы было парное, оно было бы как-то немножко жидким. Но в пельмешки ложить легче, конечно, когда мясо немножко, ну, подостыло. Сейчас я его поставлю в морозилку, пока буду справляться с тестом, дорогие мои. И не буду затягивать, наверное, кружочки покажу позже. Ну вот, друзья, с мясом мы справились. Так. И видите, тесто тоже полежало, отдохнуло. Оно уже не такое прям, ой, упругое. Так, тряпку убрала. Ну, сейчас просто перемешу, потом положу тряпочку. Все, мы его теперь немножечко уминаем. И в кулечек, и оно готово. Мы можем раскатывать и лепить наши пельмени. Видите, оно эластичное, податливое и будет раскатываться хорошо. Ну, конечно, все еще зависит от муки. Например, если какая-то мука, которая у нее клейковинность не такая хорошая,
Бывает, что полежит тесто, и оно совсем прямо расходится. Это тесто, эта мука у меня очень хорошая. Называется она у нас Тихорецкая, по-моему, со Ставрополя. Высший сорт. Вот видите, тесто гладенькое, хорошенькое. И все, мы его кладем в кулечек. И сколько нам надо, будем отрывать и лепить. Сейчас. Так, друзья, я подложила тряпочку. Сейчас я буду раскатывать, но у меня, как вы знаете, есть тесто-раскатывающая машина. Я ей сейчас быстренько сделаю, налеплю кружочки и выйду с вами на связь. Что, ну, это, наверное, знают все просто. Так, ну вот, девочки, я раскатала тесто, не стала вам показывать, сделала кружочки и разложила мясо. И теперь будем с вами общаться, как бы. Очередной вопрос, который мне был задан, я проскринила, чтобы с вами пообщаться. Так. Про иглу спрашивает, которая вот у нас вот вдевается. Мясо положила мало. Обычно вот как вы всегда видите, когда девочку за девушкой приезжают, с этого и начнем, приезжают обычно двоюродная сестра жениха и за руку ведет тоже двоюродный брат жениха. Обычно говорят, ну, путают, что она под руку с женихом. Нет, про жениха тоже чуть-чуть попозже. Значит так, и что дальше? Со стороны жениха, как я сказала, приезжает, ну, эскорт машин, конечно, машин бывает когда как, когда много, когда меньше, но к дому невесты обычно разрешают подъехать только 3 машинам. Так, ну вот, друзья, вы знаете, лепила пельмени, общалась, оказывается, у меня телефон не записывал, представляете? Ну, раз я начала, я пельмени быстро долепила, мы пообедали с мамой, с Ибрагимом. И теперь я уже взялась за вареники. Ну и продолжим, наверное, нашу тему насчет невест, как бы. Сейчас самое главное, я же рассказывала все, и теперь уже не знаю, что я рассказывала, что я не рассказывала. Потому что ну, у меня бывает такое, что вот телефон или зарядка у него пропадает, потому что включенный стоит долго, или как бы переполнена память. Ну ладно, дело не в этом. Как бы не в этом суть. Значит, что? У меня спрашивают, зачем вдевается игла в подол платья. Вы знаете, это тоже обряд, как бы, обряд именно, мне кажется, по-моему, только у ингушей это делается. Ну, как-то... Хотя мне писали, что у кого-то тоже есть такой обряд. Вот я не помню, то ли армяне писали, то ли... Ну, не знаю, короче, друзья. Ну, вот, значит, что это означает? Конечно, мнения расхожие, но по-любому это как бы идет еще с давних времен. Чуть ли не наши совсем уже такие предки. Дело в том, что раньше, чтобы была хорошая хозяйка, хотели, чтобы вот как-то так. Вот я даже спрашивала у более старших женщин тоже, что это точно означает. Но вот, в принципе, точно так же мне тоже ответили, что это означает, чтобы ну, она умела шить, она была хорошей хозяйкой. Вот с такими пожеланиями присылали девушку, чтобы вот как бы в подол платья эта игла втыкалась. И, ну, чтобы, да, действительно, чтобы она умела шить, чтобы она была хорошей хозяйкой, чтобы у них узы брака были крепкими. Вот в этом плане. И у нас еще вот эта девушка, которая приезжает за невестой, приносит платок и железную монету с кармана жениха.
это тоже своего рода, как бы, чтобы у них была крепкая семья, чтобы у них был общий, как бы, ну, как бы котел, можно сказать, да, чтобы у них было все общее, чтобы узы брака были тоже прочными, чтобы они любили, уважали друг друга, как бы. Вот такие эти вещи. Значит, парень, который приезжает за невестой, спрашивает, кто наряжал невесту, и или подруга бывает, это или двоюродная сестра, кто как, или, может быть, даже родная сестра, ну, кто как вот помогал одеваться невесте. Ей этот парень, как обычно это бывает, двоюродный брат жениха, он отдает денежку. Ну, сейчас это где-то 5000. Кто-то дает там 100 евро, кто-то дает 100 долларов, но не меньше 5000, короче говоря. Также этот парень дает денежку тому парню, который на свадьбе варил как бы мясо, котел варил. Вот ему тоже дается денежка, тоже где-то 5000. Вот у невесты, кто варил мясо, кто стоял на котлах, вот этому парню, парень со стороны невесты, тоже дарит вот так вот денежку. Это тоже у нас такой обычай. Что еще теперь дальше? Вот. Ну и вот невесту забирают, как бы. Когда уже невеста садится в машину и отъезжает машина, раньше дети как-то привязывали тросы, чтобы не пропускать эскорт, свадебный эскорт, им тоже нужно заплатить. И вот когда вот подкидываются деньги и дети бегут, это вот им, чтобы они ушли с дороги, им кидается денежка. И ребятишки собирают эти деньги. Там уже, не знаю, какую-то определенную сумму не понять, потому что, как вы видели, эта сумма кидается прямо на землю и собираются денежки детьми. Ну, там обычно 50 и 100 рублевые купюры. Некоторые кидают побольше, некоторые кидают не так много. Ну вот, и невесте эскорту невесты разрешают пацаны уехать. Вот этот как бы закон. Так, что еще было? У меня были там какие-то вопросы сейчас. Так. Сейчас у меня в том телефоне. Так, значит, я скринила вопросы, которые спрашивались. Так, кто выводит? Я уже сказала. Вопрос такой, кто выводит невесту? Ну, это двоюродный брат, как бы, жениха. Так. И вопрос такой, что интересно, то есть гости невесты не объединяются с гостями жениха под одной крышей для дальнейшего празднования вместе до утра, потом еще, короче, у нас как бы она пишет, у нас как бы гуляют 3 дня, все вместе, и там какая-то творческая программа. Ну, друзья, этого у нас нет. Да, к сожалению, если я повторюсь в этом ролике еще раз, значит, я повторюсь, но все-таки скажу, потому что я уже не знаю, что записывал мой телефон, что он не записал, к сожалению. Дело в том, что у нас как бы, считайте, свадьбы 2 у жениха. Одна свадьба, у невесты другая свадьба. И никто, и родственники не объединяются вместе, мои дорогие. Они вместе не празднуют свадьбу. У каждого своя свадьба. И дело в том, что не то, что на свадьбе невесты не бывает жениха, его не бывает и на своей же свадьбе в его доме. Он обычно сидит где-то у соседей, через дом или прямо в соседнем доме, но никак у себя во дворе. Он не показывается своим близким и родным, даже несколько дней, может, даже до свадьбы. Особенно
не показывается перед отцом, перед дядями своими. Ну, ему неудобно. Вот типа он уже как бы повзрослел, посчитается, стал мужчиной. И вот ему неудобно пока до свадьбы, а потом еще и несколько дней после свадьбы показываться на глаза. Например, может быть, если дедушка жив, дедушке, дядям, отцу. Вот как-то он все-таки немного как бы от них прячется. Это как-то вот типа этикета, вот ему неудобно. Вот так вот. Что дальше? Что еще у меня было? Ну, насчет того, что вот 3 дня празднуют, что у нас нет такой программы. Друзья, дело в том, что у нас на свадьбе, где провожают невесту, нет никаких ни песен, ни танцев, ничего. Ну, а где жених, где женится, там могут быть, но уже не так много. Раньше было побольше. Сейчас, конечно, это редкость, кто там отмечают свадьбу плясками, танцами и тому подобным. Редко-редко, но бывают случаи. В моем личном окружении нет, не празднуют танцами и песнями. А так, да, и приглашают певцов, и приглашают артистов, свадьбы играют. Ну, конечно, в принципе, по большому счету, это нам нельзя, но это делается. Раньше, повторюсь, делалось больше. Сейчас не так. И вы знаете, так еще пишут, что вот пришли, посидели, поели и разошлись. Прям никакого ни праздника, никакого торжества, никакого ничего. Почему? Во-первых, торжество для невесты с женихом. Для них это праздник. Они ничего не делают, они отдыхают. А праздную, как бы, праздник их получается. И по-любому мы сами тоже и празднуем, и отдыхаем. Мы же встречаемся с людьми, с которыми можем там и месяцами не видеться, с родственниками. Если даже хоть и есть телефоны, есть же такие родственники, с которыми мы не созваниваемся. Например, тети, дяди, которых мы не видим. Можем и месяц, и 2, и 3 иногда не видеться, друг к другу не ездить. Это же хорошо, а там встречаемся, общаемся. Вы сами видите, что на свадьбах у нас идет, во-первых, позитив большой. Все смеются, все довольны, все радостные. И по-любому, это же не обязательно танцевать и плясать, чтобы было как-то приятно. У нас это просто уже в порядке вещей. И еще был какой-то комментарий, почему ваши невесты такие грустные, почему они такие, видимо, их отдают насильно. Я одной хоть и доказывала, но так и не смогла доказать, что это не так. Ну, я оставила эту подписчицу, ну, не знаю, подписчица или нет, что вот, мол, у вас девушек отдают без разрешения. Нет. Но дело в том, что они печальные такие, можно показаться, что они печальные, просто только даже из-за того, что у нас как бы не принято девушке, которая выходит замуж, проявлять свою, ну, то, что вот ей радостно, что она выходит замуж. Тоже по этикету ей это не положено. Во-первых, у нас, по идее, если даже и положено, девочки, в принципе, очень скромные, ведут себя скромно, поэтому не показывают, что там, может быть, даже они бы были и рады. В принципе, почему бы и нет, они рады своему замужеству. Это не выказывается у нас, как бы, вот, девчонки, поэтому даже, знаете как, раньше было, да и сейчас, в принципе, вот пожилые женщины, я много слышала пожилых женщин, если даже вот невеста не то, что там улыбается, а просто несколько раз даже подняла глаза или и так пересмотрела на кого-то, сразу начинают бабушки между собой говорить: а невеста-то, смотрите, по сторонам глазами зыркает. И поэтому, чтобы вот не было этих разговоров, по-любому девочки, конечно, стараются стоять, притупив взор, им неудобно перед взрослыми, пожилыми женщинами, которые находятся в доме, и поднять глаза, и улыбнуться. Все-таки
это тоже черта характера народа, это черта характера людей, которая складывалась с давнейших пор. Но сейчас я вас могу, в принципе, уверить, может быть, какой-то там 1 или 2% девушек выдают замуж без согласия, ну, как без согласия. Опять-таки, насильно сейчас никого не отдаст. Но 98% я вам могу сказать точно, девушки, парни женятся на ком хотят. И выходят замуж за того, за кого они хотят. Понимаете, сейчас нет такого, чтобы насильно отдавали замуж. Да, могут запретить не выйти там или не жениться на той или на той. Но дальше все равно они выбирают жизнь чуть длинная же, вот, ну, по каким-то причинам не дали. Именно за того там или за нее. И такие случаи есть. Есть такие случаи. Но опять-таки насильно за другого замуж не выдают. Опять они через какое-то время уже с другим парнем или с другой девушкой они знакомятся и уже если хотят, то женятся. Эта тема, конечно, вечная. Так, друзья, эти вареники лепить, конечно, немножко сложновато, потому что в творог мне нельзя было добавлять яйца. Заказчики не едят яйцо, как бы. Поэтому он немножко сыпется, и я делаю их осторожно. Так, ну и что дальше? Дальше был еще вопрос, мои хорошие, куда после, вот как увозят девушку из родительского дома, куда ее как бы везут? Что дальше? Дальше везут, если свадьба в ресторане, то, конечно, везут в ресторан, если свадьба дома, везут домой. И как они живут, в принципе, вот дальше. Конечно, если они там до свадьбы есть такие моменты, что сразу же построен дом, и невесту сразу же после свадьбы на 2-й или на 3-й день они отделяются, живут отдельно. Если уже есть такие условия. Или если куплена квартира, есть и такое. А если этого нет, значит, они живут в родительском доме. Ну, когда вот построятся, когда купят квартиру, отделяются, живут, как я сказала, в родительском доме уже, ну, сколько живут. Могут даже 2 пары жить, 2 брата уже женатые, могут жить в одном дворе вместе и кушать вместе, и все вместе, пока вот как-то не отделятся. Ну, как обычно, друзья, как обычно. Кто хочет, снимает квартиру, съезжают. Например, вот моя дочка снимает квартиру, она съехала тоже. Как-то, как по-разному. Живут как бы по-разному. Вот такие вот дела. Так, что еще было? Ну, как уживаются, это уже как уживаются, какие обязанности в первое время. Но там еще есть обычаи, но от того, что я рассказала, это не понять, это надо показывать на свадьбе как бы жениха уже, что и как там дальше происходит. Но будем надеяться, что я, как уже сказала, может быть, может быть, по-любому, наверное, по воле Всевышнего, мои сыновья тоже женятся. Кто-то же все равно будет снимать свадьбу, оператор, если даже не мы, то все это вы увидите, скорее всего, на нашей свадьбе. Как-то не получается мне снимать свадьбу, видите, со стороны жениха. Вот такие вот дела, друзья. Да, еще один вопрос. Тоже с одной подписчицей я долго спорила, но она потом вроде бы пришла, ее переубедили и я, и мои подписчики, но она долго спорила, что... она спросила, а когда регистрация в ЗАГСе? В ЗАГСе регистрация, я уже повторюсь, для нас не так важна, как никях. Ее могут сделать и через месяц, могут сделать через 2 дня, через 3 дня, кому как, кто как спешит, как бы, да, вот если нужны документы, быстро сделать. А так и через месяц, и через 2, могут и через полгода жениться, зарегистрировать брак, как бы в ЗАГСе. Для нас это не столь важно. На что мне эта женщина ответила: я бы не дала своим детям жить в грехе.
Я опять повторюсь, в грехе жить у нас, не делая никях. ЗАГС для нас не главное. Может быть, это кому-то покажется диким, но это так. Вот. Что? Ну, все, наверное, друзья, я не буду больше как бы затягивать. Вот не знаю, уже телефон испачкала. Сейчас посмотрю, что я еще скринила. Так, родственники не идут, об этом я сказала. Девушка едет одна, конечно. Ну и все. Ну, тут еще один комментарий был неприятен, но я ей ответила сама. Что получается у нас на свадьбах одна, даже говорить не хочется, жратва, никакого отдыха, одни заботы да хлопоты. 21 век, слава богу, есть рестораны. Да, друзья, я даже не читаю тут слово жратва, аж 4 раза мне написано. Рестораны есть. Но вот многие удивляются, вроде бы говорят, как вы хорошо живете, дома хорошие в этом плане. Дело в том, что рестораны мы не можем все себе позволить поехать в ресторан, снять ресторан за 300, за 400, за 250 тысяч и сыграть свадьбу в ресторане, потому что гостей много, например, 200-300 человек иногда бывает свадьба. И на такую свадьбу заказать в ресторане блюдо, это не из дешевых. Намного дешевле, хоть и трудно, сделать самим, приготовить свадьбу самим, или заказать, вот как заказывают там, или у меня, или вот Адила, вот таких вот людей, заказать тоже намного дешевле, чем делать это в ресторане. Конечно, у кого есть деньги, играют свадьбу в ресторане. Но опять-таки, скажу вам честно, если даже есть деньги, есть такие наши пожилые люди, которые не хотят свадьбу играть в ресторане, даже против. Например, когда собирался жениться мой племянник, моего старшего брата, сын, наши родственники изъявили такое, что мой брат хотел сыграть свадьбу в ресторане. Они сказали, мы в ресторан не придем. Вот именно взрослые наши мужчины нашего тейпа. Не захотели они идти в ресторан. Вот и такое есть. Есть даже, если даже позволяют финансы, что не хотят в ресторанах играть свадьбу. 21 век, да, но традиции, обычаи у нас пока никто не отменял. Хотят, чтобы это было дома. Вот такие вот, друзья, дела. Видите, творог сыпется, конечно, и его трудно. Если бы было яйцом, все, забыла все на свете. Если бы было добавлено творог, яйцо, то, конечно, начинку было бы легче сюда закладывать. Вот такие вот, друзья, дела. Ну все. Все, наверное. Потом покажу готовый результат. Может, если вспомню еще какой-то вопрос, подключу. Так, мои дорогие, я без вас уже и вареники слепила, и уже приготовила, как видите, и голубку, капусту, и фарш. Мне нужно делать голубцы. Так, вот эти остаточки я не выбрасываю. Или добавляю их в борщ, или тушу эту капусту, нарезаю, тушу и пирожки. Можно также и в ленивые голубцы добавить, поэтому я их ложу в кулечек и тоже пока на холод. На улице, благо дело, холодно пока, не все нужно совать в холодильник. Так. Просто свернем сначала. Я уже обрезала как бы у капусты
прошлифование аккуратно. Ну, вот эти вот твердые кочерышки как бы брала. И теперь вот так вот соберем голубцы. Так, мне нужно килограмм голубцов. Я их просто сегодня соберу на ночь. А завтра утром рано приготовлю и отправлю. Так, в принципе, можно будет даже каждое взвешивать. Наверное, я буду каждый взвешивать, чтобы было одинаково. Так. 80 грамм. У меня получается. Фарш уже готовый. Так, значит, фарш я добавила. На килограмм фарша стакан риса. 150-граммовый стакан сухого риса, друзья. Ну и вот так вот все голубчики соберу. Сколько тут хватит. Которые покрасивее. Отправлю на заказ. А из листиков, что похуже, оставлю для себя. Так, ну вот, друзья, налепила я голубцы уже. Тут больше, конечно, чем нужно. Вот видите, вот такие вот более одинаковые. В принципе, они все получились одинаковые. Ну, замораживать я их не буду сегодня. Как я сказала, я их вынесу на холод. А завтра утром то, что нужно, отварю. А то, что мне не нужно, я заморожу уже. Просто у меня сейчас в морозилке уже нет места, чтобы положить. Так. Они не придут сюда. Ну и вот так вот слеплю, друзья, тефтельки. Вот, сейчас. 80 грамм. Короче, одна тефтелька. Я буду взвешивать, чтобы были одинаковые все. Ну и вот так вот остальные все соберу. Тоже. Ну вот, мои дорогие, мой объем работы. Налепила тефтелек, налепила голубцов, как вы видите. Уже поздно, уже 23:02. Теперь я попью быстренько кружку чая, лягу спать. И с утра приготовлю уже тефтели и голубцы. Дело в том, что я вас пошатнула, простите. Еще раз повторюсь, их мне нужно в готовом виде заказ.
Мои дорогие, приехала только со свадьбы, устала. Дорога всегда меня утомляет, нам надо было ехать далеко. Но кто наши поймут, в Слепцовске была на свадьбе, как сказала двоюродной сестры, дочка выходила замуж моего мужа сегодня. И у меня, как я в ролике, вы уже поймете, что делала вчера заказ, сделала его почти до 11, уже около 12 было, когда я уже ложилась спать, проснулась немножко, проспала, поэтому не успела включить для вас камеру, быстренько приготовила, потому что мы с заловками договорились, что мы будем встречаться в Очелуках, мне нужно было туда подъехать, и там мы дальше поехали вместе на их машине. Поэтому заказ только буквально 3 минуты, как я отправила, успела зайти. И захожу, что лежат что-то на вот эти вот цветы, букетик, и тортик. Я говорю: Ибрагиму, что это такое? Он говорит: я не знаю, говорит, мам, кто-то доставку сделал. Ну, уже я поняла, потому что начала звонить Танзила. Короче, это, оказывается, сегодня День матери. Кстати, поздравляю всех женщин и матерей, и будущих матерей с этим прекрасным днем. Желаю вам всем здоровья, счастья, мира, благоденствия, милости Всевышнего. Кто хочет стать мамами и никак не может, желаю, чтобы действительно от всей души им желаю стать мамами. Да, это нелегкий труд, да, это очень трудно. Иногда эти дети выводят из себя, но, девочки, друзья, для этого стоит жить, чтобы у вас были дети, чтобы они вас радовали. И у кого есть дети, тоже желаю, чтобы ваши дети были здоровы, счастливы и только радовали вас, и были опорой в вашей жизни. Ну вот как-то так. Покажу вам букетик. Конечно, я поругала их обеих. Это и от Танзилы, и от Мадины. Они общие сложились, говорят. Поругала обеих, почему потратились, но все равно, конечно, приятно. Вот таких вот 2 букета. Один для мамы, для бабушки. Бабушка же тоже мама. Вот. Один для меня и тортик такой. Так, снимаешь тортик? Да. И вот сверху сними, а потом я распакую. Тут надпись, поэтому я хочу, чтобы ты снимал. Вон почему она вчера спрашивала: мама, ты же, бабушка, ты же любите птичье молоко. Я говорю: ты что, хочешь приготовить, что ли? Я думала, она хочет приготовить как-то. Оказывается, она хотела прислать, заказать. Готовила не сама, говорит. Только что я с ней связывалась. Мама, она как пуговка, на ней все держится. Мама, ты мой рай. Спасибо, что ты есть. Спасибо за жизнь, подаренную нам. Угу. Ты подписываешься под эти слова? Да. Да. Ну вот так, друзья. Еще раз поздравляю. Еще раз поздравляю. Ну и мои дорогие мамочки, как я сказала, будущие и мамочки, которые есть, поздравляю вас всех. Ну, получается, всех женщин поздравляю с Днем Матери. Желаю вам еще раз счастья, мира и вот таких вот приятных сюрпризов. Для меня, конечно, был это очень приятный сюрприз. Желаю вам всем счастья. Так, смотрите, что я оставила. Вернее, что я сделала с тортиков. Съела всю клубничку, голубику, что была по кругу. И эти мандаринчики маленькие. В принципе, торт мне не нужен. А цветы несъедобные почему-то. Должны были быть съедобные. Это минус кондитерской, которая делала этот торт. По моим знаниям, на тортике не должно быть несъедобных вещей, а это обычные цветы живые. Мадина Танзила Азиейтай. День матери ден торт ие. Венчинен зазажи. Ага. Ибраш кадалзаш. Ага. Схабукет сон дейтат, схабукет фрон дейтат. Вот прислали внучки букет цветов и такой торт. Ну, торт я, как сказала, уже объела. Вот. Таких букетов в молодости мне никто не дарил. При старости стали дарить. Ну, правильно, а что, в молодости у тебя внучек не было?
Вот У внучки... меня такие внучки, такие внуки, я не знаю. На вес золота нет, на вес бриллианта. Бриллианты, да. Да. Забери Такие пока, Даша. дети, Даша, такие возьми у неё пока, внуки, цветы такие возьми. внучки, я не знаю. Сегодня день матери, мам. Поздравь всех мам. Тебя тоже поздравляют мои подписчики. Желают тебе счастья, здоровья, сказали, чтобы тебе передать. Я поздравляю всех матерей, всех, без исключительно, чтобы вы были счастливы, чтобы были рады этому свету, чтобы дети были хорошие, внуки, внучки, все. Дай Бог, чтобы все было благополучно, чтобы никто никогда не страдал, не бегал, не плакал, не бегал. Кафада. Везендел, вахкандел. Дивен хамеше, сагаттан димедалша, шадидул хар хаштолша. Шай внук, женушка осталша. Беркат миешелша, везендел, вахкандел, садагиеха, хамалиячен, дал садолша, мяшлилша. Дел мяшлолша. Везендел, вахкандел. Динен шардиндолшан, сагаттан димедалша. Амин, амин, Везендел, вахкандел, беркат миешелша. Аминь.